Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. «Все страньше и страньше», — вскричала Алиса. Это цитата из «Алисы в стране чудес». «Никогда мне еще не доводилось начинать программу, сидя на детском стульчике. Но это не случайно. Сегодняшний наш выпуск посвящен дошкольному детскому образованию, частным детским садам. Здравствуйте, дорогой детский садик Туймада Ленд. С чего все начиналось? Начали мы свою деятельность как индивидуальный предприниматель, исходя из того, что буквально не было мест в садиках, что наши дети уже подходили к этому возрасту, и решили открыть свой садик для того, чтобы выйти на работу, просто на свою работу и оставить детей без опаски в садике. Для этого и открыли садик первый, который в начале 2000-х годов. И в это время была нехватка садиков, выбирали очень долго программу. Мы работаем давно, мы первые 2 года работали только на имя свое, никаких вот этих дополнительных, мы все время вкладывали, да, получается. И мы через 2-3 года заработали свое имя. Сейчас уже нас знают многие родители. Во-первых, мы лицензировали, это самое главное. А таких немного? Лицензированных садов у нас в городе Якутске в данное время 12 садов. А зарегистрировано больше 45 индивидуальных предпринимателей. Понятно. Это очень важно, да? Да, это очень важно. Лицензирование важно, потому что когда лицензию получаем, мы проходим все инстанции, начиная от СЭС, пожарную инстанцию и еще проходим Министерство образования. Только при наличии 3 разрешительных документов получается лицензия. Частный детский сад. С одной стороны, это бизнес для его учредителей, а с другой – социально ориентированное предприятие. Большое подспорье для родителей, очередь для детей, которых в муниципальный детский сад еще не подошла. Кому же не хочется, чтобы его ребенок стал знаменитым художником, писателем, режиссером, вообще мастером своего дела? Все мы родом из детства. Все закладывается именно там. Это потом, когда вырастаем, потом каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, по выражению Юрия Левитанского. И детский сад для своих детей тоже выбирает каждый по себе. Я не вправе агитировать, поэтому представляю вашему вниманию интервью с заведующими 2 частных детских садов. Оба садика имеют хорошие отзывы, как, впрочем, и многие другие. Ну а выводы делать вам самим. Только не судите строго моих собеседниц. Они же не демагоги, а просто педагоги, иногда чувствующие себя неловко перед видеокамерой. А насколько можно говорить об успешности бизнеса как такового? Скажем, доходов таких больших все равно мы не видим, да. Мы делаем только добро детям своим же, да. И дополнительно мы берем тех детей, которые не могут попасть в муниципальные садики. Таких много? Таких достаточно много. Но надеемся, как предприниматели, мы помогаем государству. И родителям. Главное у нас все родители довольны, отзывы очень хорошие. И они тоже являются участниками. Они сами предлагают нам какие-то эти моменты. Мы учитываем их мнение. Попасть к вам сложно родителям? В настоящее время у нас, так как расширение по 2 адресам, сейчас у нас как раз идет набор. А так, конечно, у нас тоже, соответственно, места определенные в группах. Если места заканчиваются, конечно, к нам трудно попасть. Ведь для такого ответственного малого предприятия, как детский сад, требуется образование, профильное образование. Как у вас с этим? Мы учились в северо-восточных, сейчас федеральный университет закончили, и имеем образование воспитатель дошкольного учреждения. Участвуем во многих городских, сами были неоднократно организаторами республиканского масштаба мероприятий для детей, как, скажем, «Дорога в Голливуд». У нас была ежегодная программа такая. Есть, там мы показывали социальные ролики.
Ну, образование педагогическое обязательно. Но сейчас еще требуется юридическое образование. Обязательно. Но мы, чтобы открыть вот это дело, проходили курсы «Основы предпринимательской деятельности». 2 раза проходили. Но у меня, как руководителя, тоже есть педобразование, плюс еще курсы. Какие требования вы предъявляете воспитателям? Во-первых, они отправляют нам резюме, мы смотрим образование, наличие курсов смотрим. Но, как вы видите, у нас все молодые кадры, да? Молодые кадры, они тоже учитываются, когда получаем гранты, когда получаем субсидии по линии Центра поддержки предпринимательства. Но тоже это идет поддержка начинающих кадров. С одной стороны, хорошо, можно взять уже обучившегося человека и уже дальше обучить самим уже вот этим, азам, вот это, да, работу, да. С этой стороны очень хорошо. А те, которые раньше работали в других муниципальных садах, например, да, у них уже своя вот эта практика педагогическая. Вообще детство — это такое, сладкая тема. Она вообще всегда актуальна. Хоть куда не пойди, если говорите, что мы от детского сада, всегда вас встречают с поддержкой, с улыбкой. Так что мы рады, что мы работаем в такой сфере. Вот мы среди частных садов очень дружим. У нас нет такой, что... конечно, конкурентоспособны мы тоже должны быть, но тем не менее мы очень дружим, мы поддерживаем друг друга. Кристина, собственно, речь зашла о конкуренции, о здоровой, о нормальной конкуренции между частными детскими садиками. Чем частный детский садик должен выделяться из ряда себе подобных, для того, чтобы родители выбрали именно этот сад? Соответствовать вообще, конечно, прежде всего госстандарту, да, но и подход к индивидуальному обучению к детям. То есть мы стараемся выделить детей, их качество, подбираем персонал так, чтобы у них было высшее образование у всех. Даже, грубо говоря, наши помощники, воспитатели имеют высшее образование. У каждого своя специализация, то есть дошкольное должно быть у каждого воспитателя, плюс педагогическое не мешает к этому. У нас дополнительные занятия для детей, логопед, музыкальный руководитель, физкультура. Какова программа обучения детей? Чему они учатся в этих стенах? Когда мы проходили лицензирование, мы лицензировали программу от рождения до школы. То есть это основная наша программа. Занимается по программе развитие речи, математика, музыкальная, моторика. Вот эти, которые требуются, как и в муниципальных садах, они у нас тоже все проводятся. У нас еще есть дополнительный логопед, тоже занимаются у логопеда старшие дети, да. К нам еще ходит кружковик, она занимается с детьми подготовительной группы. У нас еще приходят музыкальные руководители. Вы используете в своей работе разные образовательные программы. Если программа Васильевой, то есть это от рождения до школы, то да, обучение на русском языке. В одном филиале у нас есть якутская группа, программа ТОСХОЛ, там обучение на якутском. Все 4 филиала будут работать по программе Васильевой. В одном филиале, да, у нас есть якутская. Она популярна, не так, как, конечно, вообще Васильева и русская группа, да, набирает обороты, и детям хотят национальность языка привыть уже с дошкольного возраста. Пока у нас только в одном филиале есть такая группа. Почему полтора года ребенок не должен получить образование, да, то есть хотя бы дошкольную программу Васильева, это тоже есть. Наши детки даже полторашки занимаются лепкой, рисованием, моторику развивать, хотя бы просто моторику. Но места не будет муниципальных для полторашек, поэтому и частные детские сады, ясельные группы, да. Адаптация вообще для общества, они социализируются в этих группах и дальше идут в муниципальный сад, и мы хотим, чтобы они подготовленные пришли уже в муниципальный сад, то есть это было не шоком для них. Насколько сложно, а может быть легко,
выстраиваются ваши отношения с надзорными органами? И есть, конечно, у нас эти надзорные органы, которые нас проверяют. Часто? Но в год 2-3 раза в обязательном порядке. Потому что это Роспотребнадзор, который питание у нас проверяет состояние зданий, да, минимум. Все равно у каждого, у наших работников имеется. Требования к персоналу у нас тоже, соответственно, высокие из-за того, что мы должны соответствовать по стандарту государственному. А вот скажите, легко было помещение найти для детского сада? Когда мы искали вот это помещение, да, мы посмотрели по городу Якутску очень много помещений, в пределах 15. Оно, во-первых, должно соответствовать требованиям СЭС и требованиям пожарнадзора. И оно не должно быть выше 2-го этажа. И обязательно иметь 2 выхода отдельных. Таких помещений в городе Якутске очень мало. Они строятся именно под торговые центры, под офисы, именно под садик не строятся. Поддерживает ли вас мэрия города Якутска? Они очень, у нас есть от них поддержка. Так что, конечно, мы идем вперед с ними вместе. Ну и мэрия города Якутска во главе главы Айсена Сергеевича Николаева тоже есть поддержка. Есть еще и родители, которые не 1 год с нами, да, дружат, а приводят уже 2-х, 3-х детей, а потом уже и в муниципальные садики не хотят их ходить, и они у нас остаются по той же программе субсидированной. Да. От 3 лет, которые состоят на городском очереди в детские муниципальные сады, они субсидируются. И часть оплачивает государство, часть оплачивает сами родители. И, конечно, у них есть возможность выбора, да, у родителей, могут ли они выбрать или нас, или другие частные садики. Ребенок — это наше сокровище, наше чудо, и такое же отношение. Так что вот то, что говорят, сравнивает, да, муниципальный сад или частный сад, все-таки есть немножко разница только в том, что в группах у нас поменьше детей, по 15 детей в группе, да, получается. Большое спасибо вам за беседу и удачи вам в вашей, с одной стороны, нелегкой, с другой стороны, очень благородной деятельности, настоящей миссии. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.